Мы начали с первого момента, что подпункт, если у намерения не связано с каким-нибудь внешним проявлением действий, если его намерение не связано с языком, то на этого человека не возлагаются шариатские нормы. То есть он как будто этого не сделал, и на него греха не будет. И не только греха, а вообще любые действия, которые бы он подумал, из-за намерения или из-за того, что он думает, он еще не становится таким, как он думает. Он думает, я, наверное, разведусь с женой, да, или я разведу ее, вот вернусь там, или дам ей развод, или думает, все, я даю ей развод. Пока он думает или намеревается, он еще не разведенный. Иначе бы каждый мужик был в городе женатый. Увидел девушку, все, на ней женился. А? Получается, он уже одним намерением, одним желанием он это еще не сделал. Да, поэтому понятие в душе, и, как говорится, вера только в душе все не происходит. Должно быть проявляться в своих внешних делах. Но это тоже касается и разных слов. Я вот это скажу, вот это сделаю. Появится возможность там вот это украду. Он еще от этих мыслей, которые он еще думает, он не становится ни вором, ни каким-то преступником. И также еще и в благих делах. Вот я завтра буду держать уразу или сейчас намаз почитаю, надо намаз читать. От этих мыслей он еще не выполняет. Но мы сказали, что исключением является то положение, когда для какого действия обязательно должно быть присутствие намерения. И если это намерение прерывается, значит это действие нарушается. Это взаимосвязано с кем? Между человеком и своим Господом. То есть между Аллахом и его рабом. Если человек, обязательно у него должно быть намерение на намаз. И если он в намазе думает, все, я не буду больше читать намаз. Или все, я этот намаз читать не буду. Или я не хочу читать намаз. То есть все. Если у него уже точное намерение на прерывание, намерение есть на прерывание намаза, у него намаз портится. Или уразу. Все, сегодня уразу держать не буду. Все точно. То есть все, я не ураза. Непосредственно одними мыслями, одним ниятом он уже портит свою уразу, если даже он не покушал. Почему? Почему отличается вот это положение от того положения, которое не возлагается на него шариатские нормы? Во-первых, то, что не возлагается шариатские нормы, это то, что связано с людьми или с бытийскими вопросами, житейскими вопросами, которые указывают на какие-то внешние проявления действий. Захотел, вот это, наверное, вино попью, да, или что-то попробовать, да. От этого то, что у него пока мысли, пока он не попробовал и не попил, он еще не становится что? Грешником. Потому что на него намерение не нужно. Взял, сделал, взял, украл, взял, пил вино, взял, зина сделал. Намерение же не надо там какое-то, да, для этого намерение делать. То есть сам факт того, что совершение действия только, внешнее проявление. А поклонение, для него постоянно должно быть намерение человека для поклонения. Если намерение является условием принятия или условием обязательности, да, условием правильности, условие правильности поклонения, без этого вот это поклонение, без намерения, оно неправильное. Чтобы зина сделать, это же намерение не нужно. Может, человек даже в сонном виде это сделал, да? Перепутать, например, невесту с тещей. Да? Для там намерения оно не требуется для этого, то есть для правильности. А в поклонениях, чтобы понять, в поклонениях намерение оно обязательно. Если вот это намерение, которое является условием правильности поклонения, прерывается, все, у него все, глазу держать не буду. Все. Или намаз не буду читать. Или все, я прерываю, все, я не в намазе.
увидел там, что выигрывают наши, от радости смотрит телевизор и уже все, застыл. Он уже все, ушел в телевизор. Тогда понятно, что здесь намерение уже у него портится. Еще гол кричит, это однозначно. Да? Вот это мы с вами разобрали. Потом мы говорили, что внешние проявления, они явные, проявления, которые не требуют намерения, они уже что? Заменяют или отвечают за внутреннее состояние человека. И поэтому не обязательно говорить языком, что ты хочешь вообще совершить. Если человек совершает явные действия, то уже понятно, что его явные действия указывают на его внутреннее состояние. Если тот купил, пришел, продал, или, например, махнул рукой, или даже просто один предлагает, показал ценник, там почем, и все, увидел, 150 рублей взял, собрал, деньги отдал и ушел. Ничего не сказал, ни продал, ни купил. Понятно, что набрал, поставил на весы, все, молчок. И тот молчит, и этот молчит. Взял, отдал, он поставил на весы. Значит, продавец согласен с тем, что выбрал покупатель. Согласен с тем, что он делает. А тот, когда деньги дает, значит, согласен с тем, что он покупает. Все, явное действие обоих сторон будет указывать на их внутреннее состояние, значит, у них обоюдное согласие уже есть. Кроме, опять-таки, всегда кроме, да? Или нельзя явными действиями совершить никах. Никах обязательно должно говориться языком. Просто там встретились жених и невеста, улыбнулись, там моргнули друг другу, и все, поцеловались, все, на этом никах не состоялся. Обязательно таляффуз, обязательно одно намерение недостаточно, явных действий недостаточно, что должно выговариваться никах. Из этой же категории вакф должен человек языком сказать, что он намеревается. Просто то, что отдал, непонятно, он может на временное пользование отдал, может отдал так, как дарственное, или этот. Поэтому, что вакф понять, он должен это все указать, что. Но вакф, в отличие от никяха, что можно просто в письменном виде оставить. А никях в письменном виде, пока человек может говорить языком, в письменном виде нельзя. А регистрация в ЗАГСе является никаком, нет? Регистрация в ЗАГСе, там же все равно говорят согласно, да. То есть это, в принципе, регистрация в ЗАГСе будет являться правильным, если он мусульманин, то должны быть два свидетеля мусульман. Если он не был мусульманином, он был атеистом или вообще светским гражданином РСФСР, да, он вообще не думал, просто, надо. Собрались люди. И если вот эти действия считались по его понятиям на то время, он был атеистом, например, да, и для них эта регистрация считалась как никях. Он был христианином, у них было венчание в никахе, венчание в церкви. По принятию ислама, как они принимают ислам, у них та традиция или то общепринятое положение, которое указывало на никях, после принятия ислама будет считаться, как будто это никях. Поэтому и венчание, и регистрация в ЗАГСе для светских, скажем, людей, и другие, например, яхуды были, евреи, которые у себя в синагоге прочитали никях. Неважно, главное, чтобы в этой традиции или же в этом народе, где это указывает на публичный показ, то, что они муж и жена, если такой обряд какой-то состоялся, в каком виде не был, согласно тем традициям, которого они придерживались, и если потом они принимают ислам, то это будет считаться никахом. Никах обновлять не нужно. Потому что во времена сахабов, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда они были мушриками, у них было много разновидностей вот этих никахов в джахилие. И по принятию ислама они все считались, как муж и жена принимали ислам, так и они считались в исламе муж и жена.
В отличие от того случая, если одна сторона принимает ислам, другая не принимает, дается еще 3 месяца на обдумывание второй стороны. То есть у них вот это даже никях или венчание, которое у них было, тот, по традиции которое, оно не нарушается, одна сторона принимает, например, принять ислам, она еще не принимает. 3 месяца, они, конечно, вместе уже не живут как семейной жизнью, но интимной жизнью, да, но они как будут считаться еще как муж и жена в течение 3 месяцев. А женщина Вот. считается вторым свидетелем? Женщина тоже человек. В смысле, вот как обычно, Если они, да, супруг да. Там 2 свидетеля. Да. Один мужик, один мужчина и 2 женщины. Ну вот такой. Да. 2 женщины. Это вот если прошла церемония, так Ага. свидетели обычно парень, девушка, правильно? Да, парень, девушка, а свидетели должно быть или 2 мужчин, или 1 мужчина, 2 женщины. 2 женщины, да. По поводу свидетельства во всех случаях это женщина встает, 2 женщины заменяют 1 мужчину. То есть, в принципе, 2 мужчин мусульман. Да. И если хазрат, например, читает никях, Как бы, ну, уже не пройдет. хазрат, если читает никях, хазрат тоже свидетель, если что, имейте в виду. Да, все, поэтому решают. Достаточно, так скажем, 1 свидетеля и 1 хазрата, если хазрат так. Вот, и вот так можно. Понятно, Поклонение намерения, это, допустим, если прерывается, если он утвердился, да, но, а если, допустим, он А он если только думает, думает и борется с этим, это еще нет, это еще не намерение. Это еще только тафаккур. Есть понятие, когда человек думает об этом, а есть когда намеревается. Намеревается, это когда уже эль-джазм, у него точное мнение по этому поводу, он не сомневается уже. Например, человек болит голова, держать уразу или не держать, ничего тут. Он еще пока думает, держать или не держать, выдержу или не выдержу, давай чуть-чуть пока еще попробую. Он еще пока здесь тараддут идет, это еще не намерение. А когда уже точно у него намерение уже наступает, все, не буду держать. Когда конкретно уже решил, тогда уже все сделано. Фиктивный развод лучше разводиться, например, там, что-то получить, квартиру. Да, А фиктивно. приходят, говорят, мы разводимся, хотя они не разводятся, просто они документально хотят, чтобы... Что касается фиктивного развода, то если они подписывают документ, а подписывать документ это киная, это намек. Мы уже тоже говорили об этом, да? Это все, Просто намерений нету, но слово уже есть, например, они приводят, говорят, мы хотим развестись, например, там. Если он словами явного не говорит явный талак, да, явного фразы он не говорит, а подписывает документ, который, например, он понятие здесь подписать, он идет как киная, как намек. И здесь получается от его намерения. Если его намерения не будет, значит этого не будет. Вот этот момент.